Кроме низкой транспортной доступности, фактором, который сдерживает экономическое развитие республики, является дефицит электроэнергии. Вся электроэнергия в Туву поступает через две линии ПАО «Россети», которые уже не могут обеспечить потребности региона. Для решения этого вопроса мы сейчас обратились в федеральный центр по строительству третьей линии электропередач от Шушинска-Опорной. Строительство линии 220 киловольт. Дополнительные мощности нужны не только в промышленности, но и для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства. Важно добиться стабильного потока электроэнергии как в республику в целом, так и в каждый дом. Важны не только артерии, важны капилляры. Да? Капилляры – это есть, о чем мы говорим, 10 киловольт, 0,4 киловольт. Да? То, что сейчас мы делаем. АО «Тыва-Энерго» основательно взялась за обновление электросетей в населенных пунктах республики. Это стало возможным благодаря директиве правительства Российской Федерации, разработанной по просьбе руководства Республики Тыва. Сейчас работа ведется в 4 кажунах республики, в том числе в Тандинском. Владислав Тавич уже сказал о том, что это надежность. То есть если в предыдущем году у нас было по данному району порядка 70 отключений, то после завершения реконструкции поселок Каахем этому пример, отключений нет вообще. То есть вот год отключений в поселке нет. Почему? Потому что мы там применили то же самое, что мы сделали здесь. Это 612 миллионов рублей, совершенно верно. Это ПАО «Россети» выделила денег по директиве правительства Российской Федерации в Тыва-Энерго для того, чтобы мы смогли сделать жизнь людей лучше. Вот здесь 3 поселка, это Сосновка, Дурген и Байхак. А всего по республике 4 района, и за период всей реконструкции примерно 6,5 тысяч опор мы поменяем. То есть вот те деревяшки, которые, они уже с прошлого века здесь стоят. На конец августа по всей республике было заменено 2490 опор. На них установлено более 60 километров современных проводов. Для более точного учета потребления электроэнергии инженеры Тыва-Энерго установили около 8000 счетчиков интеллектуального учета потребления электроэнергии. Что такое интеллектуальный учет? Это мы видим, мы понимаем, мы потребителя не дергаем, мы не ходим, не просим пустите в дом, дайте снять показания прибора, а почему вы не позвонили, а сколько вы потребили и так далее. Это все ушло в прошлое. Все мы видим, мы понимаем. Конечно же, это нам помогает бороться с теми, скажем так, нечестными гражданами, которые пытаются эту электроэнергию украсть. Да? Но это опять же забота о добросовестном потребителе. Почему? Потому что если они у нас украли эту электроэнергию, то, соответственно, мы живем только за счет тарифа, который платят все остальные. Вот чтобы добросовестный потребитель не платил за недобросовестного, поэтому мы боремся с коммерческими потерями, которые имеют место быть. Технологический апгрейд электросетей республики позволяет серьезно рассматривать новые решения в других сферах. Загазованность населенных пунктов – это одна из проблем, которую стремится решить в РИО главы Тувы. В качестве альтернативы отоплению углем надежные электросети могут обеспечить частный сектор электрическим отоплением. Сегодня точно технически это может позволить ПГТ Каахем. Да, 60% еще доведем до ума полностью, да, населенный пункт. Тогда полностью ПГТ Каахем может отапливаться. При условии, если мы введем программу. Сейчас мы такие попытки уже начали делать. Вот Красноярск, еще какие города у нас? Пока активно частный сектор. Красноярск, да. Красноярский край. Красноярск, агломерация, да, частный сектор. Да. Минусинск. Да. Тоже. Вот. При этом тариф будет такой, что выгоднее отапливаться электричеством, нежели углем. Вот такой тариф будет, если мы станем участниками данной программы. А мы сейчас в этом направлении будем двигаться. Соответственно, проводить реконструкцию, подобную реконструкцию нужно проводить в частном секторе, где более-то загазованность, да, огромная такая. Вот примерно наши последующие шаги будут такие. Планы по развитию и обновлению электросетей в Туве позволяют взглянуть на застарелые проблемы сел, кажунов и региона в целом, как на вполне решаемые. Реконструкция электросетей Танды завершится до конца сентября. Все старое электрохозяйство Кызыла обновят к 2030 году. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Миран Эргит, Тува 24.